А вы госдолг Удмуртии видели? А знаете, что он один из самых больших в стране? А знаете, сколько Удмуртия должна России? Вы скажете, Удмуртия не может быть должна России, ведь Россия живет в том числе и на налоги, собранные в Удмуртии. Что ж, тогда у меня для вас много новостей. Подпишитесь на канал и готовьтесь удивляться. Привет, это Иван Елисеев. О проблеме госдолга Удмуртии принято говорить между прочим. Все знают, что он есть, многие, что он огромный, а кто-то даже слышал, что мы были в тройке регионов страны, в которых сумма госдолга достигла доходов бюджета. Сейчас Удмуртия предпоследняя в стране по отношению долга к бюджету. Республика должна 97% от своих доходов. Общая цифра госдолга Удмуртии сейчас – это 66 миллиардов рублей. Это значит, что каждый житель республики, включая стариков и младенцев, должен 44,5 тысячи. Но госдолг – это не просто цифры в вакууме. Это кредиты, проценты за которые платим мы с вами. В прошлом году мы заплатили за обслуживание долга 1,75 миллиарда рублей. Если верить цифрам, которые здесь приводят Бричалов, ежегодные проценты по госдолгу больше, чем республиканские расходы на образование. И эту чудовищную несправедливость многие воспринимают как данность. Этот долг копится много лет. С нулевых, когда налог на добычу полезных ископаемых обязали отдавать в федеральный бюджет. С тех самых пор Удмуртия отдает в Москву больше 70% налогов, а оставшихся денег и дотаций не хватает на решение проблем республики. Вот в долг и берем, что уж тут поделаешь. Я предлагаю перестать относиться к этому как к чему-то нормальному. Потому что структура этого долга такова. Почти 85% от этой суммы – это бюджетные кредиты. То есть 56 миллиардов рублей Удмуртия должна не каким-то банкам. Фактически Удмуртия должна 56 миллиардов рублей самой России. И это можно было бы как-то оправдать, если бы это были кредиты на развитие. Не хватает Удмуртии своих денег, чтобы построить 46-й современный автобан, 5-й мусороперерабатывающий завод и международный аэропорт. Поэтому и берем в долг у Москвы. Но это кредиты на самое необходимое. Вот Бричалов кредитуется на ремонт изношенной коммунальной сети, чтобы в республике элементарно не текли трубы. А вот Удмуртия идет в Сбербанк, чтобы закрыть дефицит бюджета и расплатиться с предыдущими кредитами. То есть буквально берет в долг на зарплаты бюджетникам и на старые долги закрыть. Нефтяная и промышленная республика Удмуртия отправляет в федеральный бюджет 200 миллиардов рублей ежегодно. А на элементарную починку труб и зарплаты бюджетникам вынуждена клянчить в долг. 8 800 555 3535. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. То есть федерация сначала забирает себе львиную долю, 85% налогов, а потом вынуждает республику брать в кредит у себя же на самое необходимое. Это не просто вопиющая несправедливость. Это самый настоящий колониализм. Помните, 3 года назад Путин заявил о списании 20 миллиардов долларов долгов африканским странам. Так вот, сумма бюджетных кредитов российских регионов, то есть то, что регионы должны федеральному центру, а фактически России, это 23 миллиарда долларов по текущему курсу. Немногим больше. Но их никто списывать не собирается. Госдолг Удмуртии один из самых тяжелых в стране. И глава нашей республики должен быть человеком, который поднимет эту тему федерально и будет Путину с Кириенко не ботинки облизывать, а добиваться списания долгов регионов в части бюджетных кредитов. Человеком, который спросит, а почему вы Танзании простили долги, а Удмуртии нет? Почему Мозамбик может тратить деньги на образование мозамбикцев, а не на долги, а Удмуртия не может? Вы центр федерации или ставка хана Батыя? Бричалов, конечно, так никогда не скажет. Он поставлен в Удмуртию не для того, чтобы отстаивать интересы региона и справедливость, а ровно для того, чтобы блюсти эту абсолютно колониальную модель взаимоотношений центра и субъектов. Но 11 сентября у него перевыборы, на которые, по его же словам, он идет с народной программой, составленной из инициатив жителей. Что ж, вот мое требование. Я требую, чтобы траты республики на образование были больше, чем ее траты на госдолг. Это будет честно, справедливо и в интересах республики. А если главе не хватает духу, чтобы добиваться списания долгов у своего начальства, то пусть начнет с себя. Направит на образование часть так называемых общегосударственных расходов, которые в прошлом году выросли на 250 миллионов.
На протяжении прошедших 5 лет жители Удмуртии выдвигали справедливые требования: прекратить ввоз опасных отходов в Удмуртию, сделать бесплатным проезд по Камскому мосту, сохранить государственную лабораторию в Глазове, остановить строительство крематория в Сарапуле, прекратить разворовывать удмуртское здравоохранение, создавать предприятия, а не распродавать их. И понятно, что выборы в 2022 году в России трудно назвать выборами. Но это нестабильный момент для режима, когда власть вынуждена прислушиваться к требованиям людей. Поэтому мы начинаем кампанию «Требуй больше». Мы создали сайт со справедливыми требованиями, который поддерживает абсолютное большинство жителей нашей республики, но которые Бричалов упорно не хочет слышать. Заходите на сайт по ссылке в описании. Выберите одно из них, нажмите кнопку «Поддержать требования» и поделитесь им в социальных сетях и чатах. Эти требования – настоящая народная программа. И наша с вами задача – рассказать о них наибольшему количеству жителей республики. А 11 сентября прийти на участки и проголосовать за эти требования. То есть за любого кандидата, кроме Бричалова, который эти требования игнорирует. Наша цель – добиться второго тура, то есть сделать эти выборы настолько конкурентными, насколько это возможно в нынешних условиях. Бричалов со своей командой мечтает, чтобы на выборы пришел только его админресурс, и он точно не хочет видеть на участках камбаряков и ежевчан, выходивших на многотысячные митинги против завода смерти, глазовчан и сарапульчан, активно отстаивавших свои права все эти годы, воткинцев, можгинцев и жителей районов, которые хотят, чтобы республикой руководил народный глава. Переходите на сайт по ссылке в описании, поддерживайте требования и рассказывайте о них друзьям, родственникам, соседям. Это наш с вами шанс добиться справедливости.